Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Сегодня-завтра у нас тут интересная очень дача. Это дата для нашего поселка как раз. Это вспоминаем мы про отряд Строда, красного легендарного командира, в честь которого вот эта улица названа поселка. Поэтому памятник здесь. Историю про Строда. Николай, в двух словах, пожалуйста, расскажи. В общем, в Иркутске было решено отправить сюда второй северный отряд. Ну, здесь группа северного отряда под командованием Строда. Да. Вообще второй северный отряд командовал этим отрядом Каландарашвили, Нестор Каландарашвили. Ну, в районе Табаги, как вы знаете, там есть похоронены эти бойцы. И вот эти, как вам сказать, повстанцы, враги советской власти, они подкараулили штаб этого отряда и разгромили его. Убили там свыше 50 человек. Ага. Ну, все-таки основная часть пришла сюда, в Якутск. И, значит, была организована более надежная оборона Якутска. Но в конце концов надо было эту блокаду снимать с Якутска. А на тот момент в руках советской власти был всего город Якутск, Марха и Маган. А кильдянцы, тулыгины, это все уже были в руках вот этих самых белых банд, как здесь написано. И вот 27 числа по решению, значит, советских властей отряд Строда выступил сюда. В этой местности была, как бы сказать, заимка Эверстова. Она представляла собой довольно крепкий орешек, была настоящая крепость. Там было 4 здания, большой дом, так сказать, русского типа, и еще 3 хатона. То есть такой неправильный четырехугольник. Надо сказать, бой был довольно тяжелый бой. Первый день ничего не дало. Ночной штурм еще хуже, привел к потерям и так далее. И только на следующий день наши, так сказать, победили. Во многом это было решено тем, что лично Строд подобрался к самой избе и поджег ее. А прикрывали его, поскольку был плотный огонь этих белогвардейцев, был плотный огонь, то его товарищи, они его плотно прикрывали своим огнем. И он под прикрытием их огня подобрался к избе, поджег, и там, кто защищался, они в конце концов сгорели. Была одержана вот эта победа. Вот. Ну, это уже не 27-го начался бой, а уже там 20. Потом, когда все сгорело, они через неделю только смогли подойти, потому что долго горело, большая изба была, живых не было. Банда была полностью разгромлена. Добрый день, уважаемые товарищи. Действительно, сегодня мы собрались в преддверии больших важных событий для Якутии. Да, это столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И, собственно, вот по этому событию, которое уже сказали. Действительно, Иван Яковлевич Строд — это человек, трижды награжденный орденом Боевого Красного Знамени. Да? В то время немногие же были награждены. Вот. Как уже сказали, улицы в республике названы в честь его имени, да. Но, к сожалению, даже здесь жители Жатая, которые уже давно живут, не знают, кто такой Иван Яковлевич Строд. Поэтому мы сегодня пригласили актив якутского комсомола во главе с народным депутатом Республики Саха-Якутия Макаровым Вячеславом Сергеевичем, для того, чтобы наш актив комсомола провел здесь небольшой опрос среди местных жителей и узнал, кто такой Иван Яковлевич Строд, вообще знают ли они того же самого Матросова, да, того же самого Гастеллу. Вот, потом видеоролик мы смонтируем и выложим. Я думаю, это будет интересно всем посмотреть. Ну и для общего дела тоже будет полезно. Сегодня мы провели мероприятие, вы уже все видели, да? Ребят, с какой школы? Второй школы. Вторая Жатайская школа, да? На какой улице проживаете? Просто название улицы. Комсомольская. Комсомольская, понятно? Северная. Северная, понятно? Тоже северная. Улица Строда. Знаете, кто такой Строд? Но сегодня на нашем мероприятии поучаствовали, хоть чуть-чуть узнали, кто такой Иван Яковлевич Строд, да? Ну вот, здорово. Мы к вам обязательно туда придем, в школу, еще и пообщаемся. Еще один такой вопрос. Здесь улица Матросова. Знаете, кто такой Матросов? Да. Все-таки, да? Да, герой. Да.
ясное дело, мы знаем, Александр Матросов своей жизнью обеспечил, ну, как сказать, успех своего подразделения, своей роты. Накрыл грудью вражескую амбразуру. Причем за время войны было 240, по крайней мере, случаев вот таких. Еще и до матросов было, и после матросов, и даже на советской, так сказать, на войне с Японией тоже были такие случаи. В общем, ребята, вот этих 3 человека, в честь которых названа улица в Жатае, это герои разных времен, скажем так, Великой Отечественной войны и вот гражданской. Здравствуйте. Здравствуйте, Вас как зовут? Михаил Семенович. Михаил Семенович, очень приятно. В Жатае проживаете? Да, Долгое время? 11 лет, уже 12 год. Ну понятно. Большой, действительно, да, срок. Улица Строда, вот она идет, да? Да, Ага. это улица Строда. Вы знаете, в честь кого она названа? Ну, герой такой был в гражданской войне, по-моему, Строда. Ну все правильно. Вот мы сегодня опрос проводим, комсомольцы. Ну, вот. даже памятник, вот, по-моему, стоит, отряд его Строда. Вы один из немногих, кто нам ответил, да, на этот Ну, вопрос. я как бы историей немножко увлекался, Ну, очень тем хорошо. более живу здесь, в этих краях. Улица Матросова? Ну, там... вы имеете в Да, виду? в честь кого она названа? Вот Матросова я сомневаюсь. Ну, это тоже герой, только Великой Отечественной войны. Ну вы имеете в виду Александр Матросов? Да, да, конечно. Ну, вот я так подумал, думаю, может быть, Александр Матросов, Ну, да, конечно. да. Ну, понятно, спасибо вам большое. Да. Ну да. Подожди, привет. Здравствуйте всем зрителям. Поставьте лайк, пожалуйста, на это видео и подпишитесь на него. Он очень хороший. Спасибо. Тебя как зовут? Максим, Максим, чем занимаешься? я в школу иду. Что делать сегодня в субботний день? Тетрадь сдавать. В субботу? Да. Ты в кармане носишь, без рюкзака, они же помнутся. Да не, я сдам, да и пойду домой. Ты сам кто, тиктокер, что ли? Страничку Я? где-то ведешь? Да, в ТикТоке страничку веду. Да? Но ТикТок заблокировали. Да, конечно, разочарование большое. Вот скажи, пожалуйста, мы сейчас стоим на улице Строда. Ты знаешь, в честь кого эта улица названа? Нет, Иван Яковлевич Строд. Не знаешь такого? нет. Это герой гражданской войны. Такого тоже не знаешь, да? Ни о чем не говорит. Ну ясно, хорошо. Мы к вам в школу придем и еще поговорим с тобой обязательно. Ладно? Хорошо. Все, хорошо. Потом ищи нас на просторах Ютуба. Да. Все, спасибо, До пока. свидания. Всего хорошего. Здравствуйте. Пару слов. Якутский комсомол. Здравствуйте. Вы здесь проживаете, в Жатае? Да. На какой улице, если не секрет? Ну, это? На Северной. Да. Улицу Строда знаете? Да. Знаете, в честь кого названа эта улица? Да. Кто? Герой гражданской войны. Строда. Иван Яковлевич, да, Строд? Да. Здравствуйте. Мы опрос проводим небольшой. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Александр. Анна. Очень приятно. В Жатае проживаете? Нет, мы приезжие, снимаем пока здесь, пока теплоход на ремонте. В навигацию пришли? Да. Ну, очень хорошо. Вот если вы смотрите, да? Да, мы сегодня первичное партийное отделение КПРФ в городском округе Жатай вместе с комсомольцами возлагали цветы к стеле Ивана Яковлевича Строда. Это герой гражданской войны, который боролся за советскую власть. Вот. Ну вот, поэтому мы решили провести опрос, потому что люди здесь живут много лет и не знают, кто такие люди. Спасибо вам, хорошей навигации, как говорит, 7 футов под килем. До свидания. Собираемся жить, если снова над миром грянет гром.